Я стараюсь как мама общаться больше с сыном, но сын в последнее время заметно стал скрытным, то есть не очень хорошо раскрывается, это уже заметно. Я стараюсь сблизить наши отношения в последнее время по-дружески. Иногда бывает и... Бро, смешно. Привет всем! Hello! Меня зовут Зарьяна, можно просто Зарина, мне 33 года. Это мой сын Тулуйхан. Меня зовут Тулуйхан, мне 14 лет, а это моя мама Зарьяна. Сегодня вы будете отвечать на вопросы, которые придумали мы. Если вы не отвечаете на вопрос, то вы отдаете 250 рублей другому участнику. Ну что ж, поехали! Круто! Камень, ножницы, бумага. На счет 3, короче. Раз, два, три. Можно ли ударить девочку, если она оскорбляет твою маму? Нет. А тебе бы понравилось, например, если девушка какая-то обидела или унизила твою маму? Нет, конечно. Тебе бы хотелось применить силу в отношении этой девушки? Нет. Нет. А почему ты так считаешь? Ну, потому что нельзя ударять своих мам, потому что... Нет. Девушку. Девушку нельзя ударять. Ага. Потому что девушки, как ты говорила, они цветочки. Все мы, конечно, люди разные, да, и растем в разных семьях, но в любом случае это можно будет решить по-другому же, да? Из-за чего ты в последний раз плакал? Было это позавчера было. Из-за такого конфликта... Да, я вспомнила. Тебе сложно ответить? Я не могу ответить по-русски. По-русски, да. Произошла словесная перепалка между нами. Убирай за собой. После себя всегда убирай за собой. То есть в последнее время как-то вот но это на самом деле вообще смешно. Что ты сделала? Ну, короче, я вытащил из морозильника масло, потом положил на батарею, чтобы она была мягкой, короче, чтобы и она растопилась. Все это пролилось на пол, а мама встает такая... А я забыл про масло, потому что сразу пошел в кровать. Короче, ты играл. Играл, да, PUBG Mobile. Все равно человек, если он что-то оставляет за собой, должен смотреть, следить, вот, и чтобы в дальнейшем не возросло. На работе, к примеру, за всякие нелепости не ругали, я решила его, потому что раньше такого не наблюдалось. Когда ты в последний раз сильно напивалась и почему? О боже. Ну, это, наверное, было, когда я защитила дипломную. Я обычно не пью, и, значит, сильное опьянение было тогда, вот с девочками вино выпили, было такое дело. Это было в 2012 году. Сын, ты бы хотел поменять свое имя? Я нет, потому что я привык к этому имени уже с самых ранних лет. Если я поменяю имя, все равно меня называть будут меня своим именем. Чисто по документу я буду другим именем назначаться. Когда расстаться с девушкой, чтобы она не обиделась? Как расстаться с девушкой, чтобы она не обиделась? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что девочка обижать это вообще плохо. Тогда зачем ты с ней общался или начал общаться, если ты с ней расстаешься один? Я могу задать такой вопрос. Я не решила с ней расстаться. Хорошо. Это же просто вопрос. Именно как я считаю, спокойно сесть, обговорить это в спокойной обстановке, да? Вместе может прогуляться, подготовить девушку к серьезному разговору, сказать, что у тебя поменялось в этой жизни, почему ты так решил, ну и пожелать ей всего доброго. Действительно это сказать в глаза, потому что у людей остается обида, если, например, человек просто исчезает или делает что-то плохое. Это мешает для развития психологии человека, поэтому все необходимо обсудить как цивилизованные люди. Какие девочки, сына, тебе нравятся? Джара? Ну, не слишком худые, не слишком толстые, нормальные, с хорошим характером, домохозяйки. Ну, типа там, короче, за собой все делали аккуратно, там не были неуклюжими. Мой ребенок. Делали аккуратно, там не были неуклюжими. Прикольный выпуск. Was there is now gone, black suit with the black Ray-Bans on, walking shadow, moving silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list, we straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIB. Всем
добрая ночь, у кого-то доброе утро, а у меня добрая ночь. С вами Макс Картон А3. И сегодня мы проведем 24 часа челлендж в торгово-развлекательном комплексе Туймада. Ну что, поразвлекаемся? Чуваки, я оказался в магазине одежды. Прикинь, что тут есть. Левис тут, Жардан тут, и мой любимый Вранглер. Алло? Здравствуйте, это из банка. У вас Нет, есть я минутка? занят. Капец, да сюда дозвонились. Blessing when you see me cause I'm all the way up. Yeah, blessing when you see me cause I'm all the way up. It's hard to breathe, but that's alright. Ну все, чуваки, я закончил в этом магазине, иду дальше гулять по торговому центру. Подписота, обидно, конечно, но меня закрыли на 3-м этаже в магазине Дресбери в ТРК Туймада. Звоните всем, МЧС, скорую, моей маме, спасайте меня, пожалуйста. Этих людей, у кого есть своя яхта, тачка, бассейн, А, вот он. О, блин, пропущенный. снова я напиваюсь, снова говорю пока, мы не совместимы. Дресбери, магазин фирменной одежды и обуви. Дешевле, чем даже в Москве. Прикинь. 24 часа челлендж, торгово-развлекательный. Чего? Что мне нужно знать о сексе? У нас, по-моему, когда-то же был, да, откровенный разговор про секс. И что я тебе сказала там? Это ты скажешь, не. Ну, в общем, я сказала, что если когда-нибудь ты решишь для себя стать взрослым, то, пожалуйста, сперва задумайся про свое будущее. Рано становиться мужчиной никогда не поздно, да? Но, естественно, если ты уже созрел, и я об этом не узнаю, пожалуйста, предохраняйся. Ну, наверное, он знает, я не интересует. Может, они там смотрят какие-то фильмы. Смотрите, да? Видеоролики. А? Нет, но было когда-то в детстве. В детстве сколько тебе лет было? Когда я уже начал интересоваться этим. 8 лет, что ли, там 9, Да. 10. А с кем ты смотрел? Один дома. Один дома. Ну, нормальное развитие ребенка. Другие вообще там 4, 5, 6 лет интересуются. Но потом один раз посмотрел, да. Да. Ну? Ну, бывало там что-то. Встречался ли ты с буллингом в интернате? Буллингом? Я не поняла. По-моему, я старомодная. Ну да. Нет. Ну, это по слухам так говорят, оказывается, там все нормально. Жесткие там конфликты, они там один на один только выходят. Старшие не трогают там младших. Если там, конечно, тренера узнают, ну, от тренеров нам. Они, короче, жгут там нас, бьют. Это, наверное, было давно, такие конфликты были. Уже где-то в СССР. Если я совершу преступление и меня будет искать, что ты сделаешь? Как любая мама, которая растит сына, тем более спортивного, то есть у меня сын такой, он необычный, скажем, задрот ребенок, который сидит на компьютере, там, он может спокойно решать свои вопросы, может спокойно помогать мне по каким-либо моим вопросам. Сначала я бы узнала вообще всю правду. Из-за чего, что, и потом бы сделала выводы. Если виновен именно мой ребенок, то, естественно, я буду за правосудие, да? Но мой сын, он имеет свою голову, и, надеюсь, такого не будет. Очень надеюсь. Если у тебя появится отчим, ты не будешь против? Нет. Это уже жизнь моей мамы, она сама знает, я не буду против. Ну да, мы как-то разговаривали на эту тему. Когда-нибудь у меня появится друг,
который захочет быть со мной, там жить с нами, не будешь ли ты против? Ну, конечно, засмущался. Естественно, как любой ребенок хочет, чтобы его родители были вместе же, да? Угу. Но мой ребенок понимает в сходу обстоятельств, почему именно мы не можем быть вместе, родители, поэтому он хочет, чтобы я была счастлива. Скорее всего, так, да? Да. То есть ты не против, если Да. вдруг, да? Ответь честно. Причина развода с папой. Но ты сам знаешь, почему. Да. Ли? Ага. Ага. Вот. Мы не будем раскрывать это. Мы сами знаем. Скажем так. Сыну, да? Да. Хорошо. 3 вещи, которые тебе во мне не нравятся. Джара? Говорить рано, засыпай. Чисти зубы. Убирайся дома. Хочешь быть лентяем? Резко вспыльчивая. Когда я ничего правильно, что-то неправильно делаю, потом она смотрит, то я не сделал правильно, потом сразу злится. А потом извиняется. Да. Извиняюсь? Нет? Скорее всего, это, да, главные аспекты, потому что эти вещи мне тоже не нравятся, что я вот резко могу взорваться же, да? Особенно к сыну, потому что именно к сыну я очень требовательная почему-то. Зачем ты следишь за мной через спутник? Диктора. Меня поддержат все мамы, и, надеюсь, все папы, если есть такие, которые тоже следят за своими женами, за детьми. Как же уже ранее говорила, да, мы ни от чего не застрахованы, поэтому, к примеру, если ребенок не придет вовремя, сейчас как раз у него время, такой вот переходный возраст, и, наверное, есть какой-то страх. Дети начинают брать же в этом возрасте, да, что-то скрывать, и чтобы знать действительно, в какое время, где он был, например. Короче, сначала мы с друзьями скачали это приложение, но мне друг посоветовал ее. Потом я маме сказала, что за это приложение. Да, и мы решили узнать, где мы будем, да, Ага. если что. Так вот. Сын, скучаешь ли ты по папе сейчас? Ну, ты же мне не рассказываешь. А в данное время, Ну, вообще. ну, нормально, да, так. Все равно общаемся. Но летом все равно к нему поеду. Скучаешь или нет? Да, скучаю. Ну, не так сильно, типа, соскучился, а страдаешь, типа, там, не... Ну, нормально, типа. У тебя есть детская травма? Расскажи про нее. В смысле, какая? Телесная, физическая или... Нет, я все равно не зачем. Ну, наверное, есть у каждого ребенка скелеты в шкафу, да? В последнее время, кстати, мы разговаривали с сыном на эту тему, и я раскрылась как мама, потому что действительно посчитала, что сын у меня уже взрослый, чтобы слушать такую тему. Но она не такая страшная, нелепая, может быть, какая-то, да? Но почему-то для меня это было страхом, но мы не хотели бы это раскрывать, скажем так. 250 рублей. 250 рублей. Ну, скорее всего, большая травма, наверное, была развод моих родителей, скажем так, потому что в 12 лет они разошлись. Именно в то время, когда у меня был переходной возраст, и необходима была психологическая поддержка родителей. Упущение, скажем, родителей, да, возможно, именно в подростковом возрасте, что могло повлиять, наверное, во взрослой жизни. Может быть такое, да. Всем родителям желаю, чтобы всегда были откровенны с детьми, ну и обязательно это полноценная семья для психологически здорового взросления детей. Тоже этот же вопрос, да? Детская травма? Да, детская травма. Ну, тоже развод родителей. Вот, видите, как тавтология повторяется, оказывается. Поэтому чтобы такого не повторялось, мы сейчас стараемся, работаем тоже психологически друг с другом, чтобы, например, у меня невестка, да, и внуки тоже росли в здоровой, полноценной семье, скажем так. Ты уже анонировал, да? Ты уже анонировал? Мы даже не знаем таких вот навороченных слов, если честно. Ну, давайте пропустим это. Это мастурбация. Было... Анонировал. Да. Нормально. Ты считаешь себя успешным человеком? Я всегда считала и считаю себя преуспевающим человеком. Возможно, для кого-то я успешный человек. Во многом я тоже для себя реализовала себя тоже, да. Я всегда развиваюсь. Наверное, я успешный человек, да. Скорее всего, я числюсь в такой статистике успешных людей, скажем так. Ой, если от твоего решения зависело, разведемся мы с папой или нет, что бы ты сказал? Ну... Как бы ты хотел? Нет, если честно.
Нет, да? Мгм. Мгм. Вы принесли правильное решение для обоих, но это был выбор ваш, конечно, не мой. Я там вообще маленький же был, но я бы сказал нет. Ты хочешь себе нового мужа? Сейчас, в данное время, я уже созрела, да, для новых отношений, я считаю. Уже надо задумываться об этом, и действительно... Ди? Мгм. Да. Да? У каждого человека есть свое время. Каждый психологически бывает готов к этому времени, созревает, например, да. Ну, для меня настал сейчас этот период. Вот так. Увидимся через год, Ирина. Посмотрим, что произошло. Есть ли в Инстаграме девочка, за которой ты тайно следишь? Ну, мы с какой-то с девушкой поменялись своими аккаунтами когда-то. Но это было недавно, вот, несколько дней назад. Ну, давай подробно про нее расскажи тогда. Нет, Мне очень интересно. Нет, это уже другой вопрос. А как давно вы с ней общаетесь? Не знаю, давно. Вы с ней в одной школе учитесь? Нет. Да? Нет. А вы с ней как познакомились? Ну мы там, короче, с ребятами из Черепинской школы там, из прохожих, можно твой номер? Да, это реально. Типа подходили к девушкам каким-то, можно твой номер, этот мальчик хочет познакомиться. А реально виделись? Да. Реально много раз виделись? Куда-то ходили? Нет. В парке. Ну там мальчики тоже летом были. же, да, вы познакомились тогда? Получается, типа, да. Ну, приход в город. Ну да. Я помню, как это ты мне показывал свой статус, как бы с девочками в парке. Нет, не то. Это они учатся в моей школе. Это в вашей школе? Угу. Ага, который. Ясненько. Или виртуал Кирилл. Короче, ладно, что-то. Все. Да. Засмущались совсем. Короче, поняли. Кого ты считаешь лучшим человеком на Земле? Вообще гениев на Земле очень много было, но как люди, как человеки, я их лично не знала, да, поэтому приведу пример из своей жизни. Я считаю лучшим человеком на Земле нашего дедушку Егора Илларионовича, потому что у меня все это на якутском языке, здесь все это крутится. Мандыр өйдах, былыргыға халы толкуйдах, судурго. Кто для тебя лучший человек на Земле? Мне? Ну, из спорта, я думаю, лучший человек на Земле Бойсара Зайтиева, вольный борец тоже, 3-кратный олимпийский чемпион. И думаю, сейчас в этом для меня мой фанат борется в 74 килограмм. Можно сказать, я хочу быть как они. Зурбек Сидаков техника, как у Зурбека Сидакова. Проход в ноги, как у Джордана Броуса. Там контратаки, там чувствительность, короче, как у Франка Чемиза. А так мой фанат Франк Чемиза сам. Из своей жизни лучший человек, конечно же, мои родители, папа и мама, потому что папа меня научил борьбе. Он сам был борцом когда-то. И мама. Все. Расскажи о самом счастливом дне, самый счастливый день, который тебе запомнился. Как мне запомнился? Надо покопаться глубоко. Багар курячий габлу, багар каблу. Или Да, вот там в деревне, там, когда с папой я гулял с ребятами, там купался, вот там было хорошо. Но мне этот день понравился, потому что закупались и кушали. Короче, веселые, Да. общительные дни, да? Да. Купалка. Мы собирались в одно место там вечером и играли типа правда или действие. Там девочки тоже были. Джаря очоңона мындык. Уже. На свай кидал? Да. Да. Бітірі. Кахан? В 4 классе. Хайдах в 4 классе. Кто тебе дал там? Ну там, ну не настоящий, конечно. Видели, как старшие там делают. И вырезали из там, ну, эти лепестки. И Лепестки делали... чего? Лепестки, ну там
в классе там стоит, короче, растение, и мы вырезали, потом резали, и это перемешали, короче, и делали. Ну да, я знаю эту историю. Мы узнали, да, что вот дети наши носят в коробочке какую-то зелень. Ну, значит, выходит на связь классный руководитель, говорит, что наши мальчики повырезали цветы в нашем классе. Ну, конечно, мы беседовали на эту тему и узнали, почему они так делали, и узнали, что они повторяли за старшеклассниками, которые тоже носили с собой эти зеленые какие-то растения, да, и ложили себе под язык, да? Нет. Или как? В В спортивном зале посмотрели, как старшеклассники все это делали. Мы беседовали на эту тему с одноклассником, с мамой одноклассника, ну и с классным руководителем. После этого нет. Вообще такие не притрагивался. Если происходят какие-то моменты, которые могут повлечь с собой серьезные обстоятельства, для родителей порекомендуем, конечно же, сразу на горячем месте беседовать с детьми. Если ты узнаешь, что я выпивала и попробовала сигареты, ты сильно расстроишься? Да, очень сильно расстроюсь. Во мне ведьма проснется, наверное. Ругать, может быть, или беседовать на эту тему. Я сигареты пробовал, но не выпивал. Сигареты пробовал. Это какой класс у нас был? 4-й, что ли, тоже. В 6 классе, я это знаю. И мы поймали и тоже провели беседу. Привожу примеры, к чему это приходит. Его же мечта стать спортсменом, хорошим спортсменом, поэтому действительно это будет мешать ему в спорте. И это то, что его трогает. Если бы были ровесники, ты бы встречался со мной. Ой. С тобой. Если бы мы с тобой были бы ровесники, я не твоя мама, ты бы со мной встречался? Я это уже не знаю, почему. Вроде нет, что ли? Нет, ты не в моем вкусе. Мужчина должен быть главным в семье. Мужчина, да. Мужчина не должен быть, а мужчина является главным в семье. Но для каких-либо принятий решений, все, что связано с совместным бытом, с совместным будущим, мужчина и женщина должны принимать вместе. А так, конечно же, последнее решение всегда у нас в нашей семье было за решением мужчин. Так как я сама тоже росла с мальчиками, уважаю мужчин. Хабиб или Геджи? Геджи. Я увидел егошний бой с Тони Фергюсона, и он там ударял очень сильно, типа, всем своим весом и технично. Но он мне нравится, короче. А так, Хабиб все равно, и думаю, что все равно его победит. Стиль борьбы хороший. Ты хотел бы бороться как Хабиб? Не, он не умеет. Говядина или курица? Говядина, потому что она мягкая, сочная, вкусная. Грудь или попа? Не знаю. Оба, что ли? Моргенштерн или Скриптонин? Ну, вместо них я назову Моргенштерна. Послушал один раз песню «Кадиллак», он там очень хорошо поет. Ну, нормально, но я бы все равно его не стал слушать. Прогиб или мельница? Я думаю, прогиб, но прогиб не удавался, мельница сейчас удавалась. Ну, хочу в этом году прогиб. Хабиб или Конор? Наверное, Конор. А так Хабиб мне тоже нравится. Почему Конор? Ну, потому что он более какой-то жизнерадостный, всегда вот со своей семьей. Сергей Жуков или Андрей Губин? Эти люди с разных поколений, получается. И у Андрея Губина есть хорошие песни. Скорее, Сергей Жуков, потому что я росла на его песнях. С нелюбимым в коттедже или с любимым? С нелюбимым в коттедже или с любимым в шалаше. В молодости я выбирала любовь в шалаше. Это действительно была любовь неописуемая, которая пишется только в книгах, показывается только в индийских фильмах, скажем так. С нелюбимым в коттедже, например, многие люди разрушались, у многих семьи разрушались из-за этого, потому что нет действительно доверия, любви, а потом и уважение тоже теряется. Поэтому тоже там не резон. Путин или Навальный? Путин или Навальный где? Путин. Потому что он весы. Понимаю, там некоторые вопросы узнал. Для себя сделала какие-то выводы. Оказывается, мы неплохо идем с ним вместе, как семья, как команда.
Эвитека. Мы сделали для себя такие выводы, что надо побольше общаться, побольше делать бесед совместных. Рекомендуем тоже родителям.